рабочей поездке главы Башкортостана Ради Хабирова по Уфе несколько объектов. В разных районах города одновременно благоустраивают парки и скверы. Некоторые совсем скоро откроют, как, например, парк Южный в Кировском районе города. Его, кстати, начали строить в 2019 году на месте заброшенного пустыря. Вокруг парка большая территория новостроек. Микрорайоны Южный, Колгуевский, Алмалык. Там проживают более 100 тысяч человек, в основном молодые семьи. Отсутствие места, где можно было бы прогуляться с детьми, заняться спортом и просто отдохнуть, было большой проблемой. Глава Башкортостана Ради Хабиров был в парке Южном летом 2021 года. Тогда строительные работы шли в полном разгаре. Теперь финальный этап. Парк заканчиваем. Сделали плитку, довозим мафы, поставили освещение, запустили фонтан рабочий, сейчас консервируем его. Вот, мафы уже привезли, чуть попозже их расставим, когда вот более-менее причешем все. Вот, сейчас сделали вот озеленение, но видим, что надо дорабатывать его. Это было вот это вот под елку сажали, да? Под деревья, это под дерево ставили пока, да. Здесь был акт вандализма, специально поставили таблички, и вот те, которые выдернули, мы сейчас заново подсаживаем. Серьезно? Да. Много повыдергали? Вот первую ночь, когда посадили, на утро не досчитались порядка 15, можжевельники сразу это. Поэтому поставили таблички, и, конечно, спасибо Сергею Николаевичу. А видеонаблюдение здесь есть же? Я это и хотел сказать. Видеонаблюдение есть сейчас, СОП напрямую у нас уже принимает видеонаблюдение, чтобы потом все полностью... Вот это выдерживает толщина, чтобы здесь уборочная техника да, заходила? ходит же, чистит, да. Чистит, там да? же под ней же очень мощная подбетонка. Вы на бетон, да? Да, на бетон, все остальное, как говорится, да. Здесь будет стоять маф, поэтому этого не будет. Мы это вот таким же деревом обошьем. Люк для обслуживания бассейна. Ну, не так же будет толщать? Здесь будет стоять маф. Вот такое деревом обошьем, и чтобы этого такого не было. А вот это что здесь вот это? Это вот пришли скамейки из Санкт-Петербурга, специальные, которые, согласно проекту, были заказаны. Они здесь есть и с подсветкой, будут уставляться, вот где-нибудь кабеля выведенные. А если это, согласно проекту, как заказали проектировки, мы из Питера и все заказали цвет, все они, которые указали. А зиму-то они выдержат наши? Это дерево, пластик? Нет, это дерево, лиственница. Везде у нас и в этом стоят деревянные, и в Первомайском стоят деревянные, и здесь это будут вот тоже лиственница? Да, это все. Здесь есть они шахматными столиками, есть, которые могут играть и все. Я думаю, что, наверное, на зиму все-таки лучше их, наверное, убирать, потому что было более удобнее чистить. Это, наверное, как эксплуатация решит. Это как эксплуатация пусть решает, да. Зимой как вы делаете? Убираете, да? Мафы? Да. Нет, Алексей. Нет, скамейки. Нет, они А остаются. вот это мафы или скамейки? Это скамейки. Это как бы скамейка. А вот здесь вот что? Здесь это все скамейки. Нет, я имею в виду вот здесь, значит, половина будет для обслуживания грязных хозов, а половина, наверное, потом за душу будет кафе. Вот кафешку надо, хоть маленькая. Киоск будет, да? Да. Торговля, легкий общепит, да, там дальше при входе будет, стоят туалеты. И контейнера под мусор. Хорошо. Здесь вот во дворах как? Вот тут порядок, там более-менее порядок или это надо заходить? По асфальту не надо заходить здесь? Дорога нормально это делать, да? Да. Дворы надо делать, наверное, да? Дворы и верхний вот у нас микрорайон Южный, там еще 2 дома, вроде где-то. А вот сюда вот дворы бы сделать. Тут надо сходить дворы? Нет, новые дома пока. Там дворы нормальные, да? Вот здесь в соседнем дворе будем восстанавливать хоккейную коробку и будем ее облагораживать. Вон та вот. Да, так точно. Старую, то есть вот ее менять будете. А? Сейчас ищем не бюджет, чтобы сделать, да. А вот кто-то продуманно сажал или просто тяп-ляп навтыкали? Нет, оно так на схеме обозначено. На схеме согласно проекту. Можжевельник. Можжевельник по схеме. Рассадка идет только по схеме. Сделали пока по проекту. Эти деревья были посажены еще в июне месяце, весной. Я думаю, что на будущий год, по вашему поручению, мы сделаем те деревья, которые... Хочу вас к пешеходному переходу сказать, какое решение мы там будем делать для того, чтобы безопасный был переход, Они потом будете сажать, да, побольше. Сюда, мне кажется, не хватает леса. Совершенно верно, здесь ветрено очень. Поэтому тут необходимо будет, по ходу будем смотреть, видите, не думали, что так ветрено будет. Вот там прямо закрывать надо, да?
Вообще. чтобы какой-то барьер ставить. Да. Армен Федорович, смотрите, вот вы на Пушкина сделали такой пешеходный переход, который возвышается. И здесь также будем делать. И здесь будем делать так же, чтобы пешеходный переход возвышался и тем самым ограничивал скоростной режим. Как на Пушкина возле 3-й гимназии. Типа лежачего полицейского. Да, только такой широкий, хороший. И посередине будет стоять красивый камень, который будет как бы так приостанавливать. Визуально будет останавливать поток коляски, там, дети там, и так далее. Армен Федорович, камни вот привезены. А эти камни вот как на Первомайском, да? Да, вот так, чтобы они специально по 3 штуки ставятся, чтобы между ними могла пройти коляска, чтобы могли затормозить детей, или можно было, чтобы резко остановиться. Это вот вдоль. Да, они как раз тут на выходах на проезжую часть. А вот здесь вот просто естественная. А здесь естественный овраг, да. Ну там, Армен Федорович, это очень большое количество кабелей идет, да, здесь. Ну прикрыли, нет, немножко Да, почистили. его что- прикрыли, почистили, все остальное, потом, здесь вот, где стоит гидропосев сделали. Он естественный рельеф. Но он все равно грязь валяется. Вот это все почистите, да? Это, деревья почистим, все. И вот там запланировали еще вроде как для обслуживания здания, городского здания. А это вот это новое посаженное, да? Вот это. Армен Федорович, это было посажено в июне месяце, поэтому в рамках проекта, я говорю, А это вот что? пересаживать. Это сцена. Это сцена типа сюда. Да. Здравствуйте. А вот эта металлическая конструкция, что такое? Он обошьется так же, как сцена. Вот швы закрасятся. Это навес для для всяких. А, для колясок или что-то? Навес, это навес. Представляете, навес. А это вы сами изготавливали вот это? Нет, это специальный завод-изготовитель. А где делали? А, Екатеринбург? Екатеринбургский, да. Но он был так по проекту, как говорится. Это. Не, правильно все сделали, такие тоже Это были. все ручной работы. Это очень дорогие мафы, Армен Федорович. Изготовили сюда очень большую. А это? Это детям Это детям покрутить, да? Покрутить, да, здесь вон есть и фон, буквы. крестики, нолики. А это? Это камертон. Да. Ага. А там вот, ну потом дойдем. Сейчас выйдем, посмотрим. Нет, я хочу понять вот дальше. То что? Да, сейчас покажем, Армен Федорович. Трамбуется, и минуты щебенка положена, Армен Федорович. Ну этот песок, конечно, сюда. Это разговаривать, здесь будет уровень такой. Допустим, в понедельник здесь отсев. Здесь песок будет? Просто у нас по этому парку вопросы есть. Песок будет здесь? Нет, мелкая щебенка будет. Нет, это здесь по проекту специальный песок, а там где вот А может быть щебенку? щебенка. Песок весь будет вот здесь, и пыль летать будет. Согласен, щебенка, говорит, острые грани. Дети могут обувь резаться, сами резаться. Вот такую же гальку, как там. Если такой же галь. такой же отсев, согласен, если вы говорите. Но песок точно им надо. Все хорошо, тогда. Летом здесь же пыльно все вот это летает. Ага. Мы выполняем, согласно проекту, ваши указания, мы исполним. У нас же тогда, позвольте, отсевом засыпем таким же, да, круглой галькой. А это все, вот вы говорите, по плану засеивали. План согласован с проектировщиком. Это у нас кабель временный, пока используется вот этот. Мы его свернем. Сейчас люди подключают инструмент. Ну как-то здесь, я не знаю, но более-менее прилично стало, да? Мы вывезли порядка, получается, 6 тысяч кубов отсюда мусора. Это же раньше свалка была, и много заменили на чернозем. Ага. Вот. Это вот тоже с Подмосковья привезли вот эти вот ступени, они в дорожке в газоне будут. Вот эти. Да. Это вот, занимается тоже очень много детей. А вот здесь вот, а почему не сделали мягкое просто, взять и мягкое покрытие, не стали? Я хотел так, но проектировщик говорит, давайте так и все. Конечно, я придерживаюсь резиновому покрытию, честно говоря, лучше. Это для меня, потому что галька, она все равно немножко вытаскивается. Но есть плюс, взрослые занимаются, а дети здесь совочком играют. Детей-то и надо, дети умные. А вот там вот что делается? Здесь вот будет очень большая горка, которая специально изготавливалась по индивидуальному проекту. Ее нигде не будет. Горка какая? На схеме-то я, конечно, не взял с собой. Если летом кататься можно с И ней. круглый год. Она железная, да? Дерево железное, она тоже из такого же дерева изготавливается. И она уже изготовилась. Они ее в понедельник мы отправляем в машину в Екатеринбург, наш двор, и они присылают. То есть вот это все большая игровая площадка. Большая игровая площадка, да, Рафик? Большая игровая площадка. Мы под низ щебенку засыпали, и она тоже будет засыпана именно вот отсевом, вот как говорится, круглой галькой такой, чтобы
Ну, сезон поживем, а потом, если люди скажут, что не надо, Будем дорабатывать. будем делать мягкую. Это же что? дорабатывать. Ничего, да? Бетон. Конечно, это быстро делается. Асфальт и приклеить. А вот там вот что делается? Вот. Радович, сейчас выйдем вот на смотровую пойдем, площадку, и вы увидите. Вот здесь вот тоже специальные горки. Мы вот укрепили матрасами Рено. Это здесь для детей до 3 лет. Они здесь металлические, потом здесь специальная канатная лестница, потом специальная лестница. То есть вы это укрепите, Вот да? это, оно уже укреплено. Здесь матрас, там уже засыпано. Нет, а по земле что ли им будет лазить? Сеткой, да. И травой засеем. А, Травой засеем. И здесь горки будут. Там будет канатная лестница. Здесь будут пеньки. Вот, и она вся здесь и вот сюда вот и туда вот скатывается. а здесь вот так же и остается. А здесь также останется отсевом, да. Это вот деревянные островки здесь специально под скамейки. Ну, чтобы дети катались, мамы, ну или папы наблюдали, смотрели. И вот здесь вот можно, в принципе, вот ходишь, кто-то ходит, да. А он закольцован. Закольцован уже, вот так вот закольцован всё это. полностью вокруг. Полностью закольцован по кругу. И очень много каждое утро бегают, занимаются. Жители очень благодарны, по парку очень. 8 лет просили. Когда мы были депутатами Сутяшевы, здесь постоянно подходили и просили, здесь же была вот эта свалка. Здесь большое количество мусора, на самом деле мы... А вот, вот этот вот кусочек вот остался, что там? Дальше овраг идет, да? Там дальше овраг идет, да, но... Пугачёв овраг. Он, конечно, не входит в нашу зону, но может быть что-то сделать. Скалистый овраг. А, скалистый. Да, к жилым А домам хотя бы вот часто где вот насыпано мусор-то почистить нельзя со временем? Нет, ну, там Вторым этапом мы туда, вторым этапом. Вторым этапом. А там сколько? И что там можно будет? То есть там жители просят площадку для выгула собак там сделать. Опять-таки посадить деревья, сделать хорошие дорожки, какие-то поставить мафы. Я думаю, что на будущий год мы будем озеленять вот эти вот пятачки, вот этот треугольник. Вот здесь вот деревья обязательно надо. Вот на тот треугольник мы высадим так в качестве, как говорится, гуманитарной помощи тоже, в городе, чтобы было красиво. Вместе будем сажать. А газон-то вы высаживаете уже все, как положено, мы да? там посадили рулон, а здесь гидропосев. Вот гидропосев, видите, входит уже. Он Это вон там, да? Да, вот там есть. Ну вот здесь вот тоже, то есть везде, где зеленая земля, вы сажаете. Везде будет готов. Еще не закончили, уже детки прыгают. Да, ну это они вот по тут очень сильно любят вообще. Их только поставили и все. А так вот вечерами уже люди выходят, да? Заполняемость полная пока. Полная заполняемость. А если еще скамейки поставим, да? То все, вообще, как говорится, да. Ну, конечно, надо, чтобы все-таки жилой район, чтобы как-то ограничение, чтобы там после 23:00 все равно, чтобы не шумели, наверное. Но я думаю, эта площадка, она находится далеко от все-таки. Ну здесь все равно тут видеоконтроль здесь есть, да? Здесь есть, да, видеокамера есть, колонки здесь установленные. Вот есть специальные, вернее, столбы, в которых есть сразу колонки, динамики. А вот это освещение, вот как Это раз, освещение, вот да. оно хорошо, Очень да, хорошо, да. хорошо, да. Вот там вот видеокамеры купольные, видите, он сразу на одних колоннах все Где? расположен. Где? Вот с той стороны, видите, где лестница, да? Освещение и сразу купольные видеокамеры. Ну да. И вот эти камни будут вдоль этого вы раскладываете. Радович, ну сейчас смотрим, может быть, какие-то еще другие решения найдем. Почему? Потому что они, если когда будут стоять на косогоре, есть вероятность того, что их просто скатят. Или украдут, да. Или да, вот поэтому будем А ставить. нельзя их штырями там приварить? Ну, здесь, смотрите, их же надо, когда снег, техника ходит, убирать. Ну Надо да, убирать ну сторонку. да. Если поставить тяжелее, тоже людям тяжело двигать. Вроде как бы вызван баланс, но Мы сейчас ищем. А сколько он весит килограмм один? 90 килограмм. Ну так-то 90 килограмм. Просят. Чего? Давай, можно. Да. Спасибо. А вы знаете, кто это? Это мэр, мэр, да, глава Башкирии. Давай. Спасибо большое. Спасибо. Сколько раз спросили? 8 лет, да?
8 лет, в 2013 году, когда Вот мы именно стали вот это депутатом. место, Именно да? это место, да. Ходили прям бабушки, деды. А вот это вот что это такое? Это Вот. туалет. А, вот туалеты. Это там туалеты и одно помещение, как подсобка идет. Ага. А это вот, ну, кафе, и там, ну, поскольку не было места для город-линкоза, мы временно там разделили. Кафе Вот. обязательно надо. Прямо кафе, да, лучше выбирайте кафешку одну. Ну, найдите кого-то. Кто Обязательно питание должно быть. Летом и Летом и зимой на Новый год, когда вот А зимой елку где будете ставить? Есть место елку Ну, центральную? вот только одно место здесь. Ну я поставлю искусственную. Ну, искусственно. Ты же не будешь ломать все вот Нет, это? нет, прям поставлю здесь. Она же это как-то ставится так, да, чтобы основание сделать. А может вот здесь посадить одну большую? А может быть, да, вот здесь, может быть, вот сюда посадить, да? А вот сюда бы, вот сюда, Да, может да, быть, да, провести. Давайте, А да, тяжелая техника да, может сюда мы зайти? снова организуем. Потихоньку подложим доски и потихонечку завезем. Сделайте лучше одну живую елку. Цены сделаю. Ну, метров 10 же можно провести? Здесь Договорились? не по крайней 7, может, метров 8. Мне потом фотографию пришлите, а? Ладно? Вот сюда надо поставить, и здесь вот как раз Новый год будут люди отмечать. И вот у этих жителей будет точка, куда они на Новый год. Поставьте живую. Сцена, и как раз все будет, да, хорошо. А вот этот двор, что вы сделали, ну нормально получилось? Да, вообще. Заедем быстренько? Альфредович, позвольте, я смотрю, вам не все покрытия понравились так. Ну, знаете, не все же там бетоном. Мы тоже играем какими-то разными вариациями. Самое главное, что людям, если не понравится, в следующем году поменяем и все. А пока вот надо запустить парк побыстрее, чтобы люди... Уже видите, вон тут техника работает, а люди играют. Спасибо. Ну, спасибо. Так, вообще в целом молодцы. Ну ладно, поехали. Все, спасибо. Первые два объекта этой рабочей поездки главы Башкортостана Ради Хабирова по Уфе повторяют поездку июня 2021 года. Тогда, после осмотра парка «Южный», руководитель региона отправился в один из дворов по улице Софьи Перовской. Там шли масштабные ремонтные работы по программе «Башкирские дворики». И снова в этот двор. Правда, здесь уже тишина и спокойствие. Да и узнать его сложно. Были гаражи, первоначально, когда мы с вами стояли. Да, мы все это освободили. И здесь на 80 парковочных мест расширили машиноместо. Здесь мы карманы расширили. Здесь было косогорье, рельеф был очень Пойдем, сложный. я вот дорожку. Очень сложный рельеф был. Спортивный воркаут. Ну вы уже сдали это, житель? всё принято. Довольны, нет жителя? Мы здесь в башкирский праздник. Ну, сделали праздник, Всё, да? праздник большой, отлично был. Вот сейчас хоккейную коробку достроили. Ага. И вот воркаут. В закрытом виде тоже, вот, чтобы дождь не попадала. Старая хоккейная коробка была. Со дня построек, это в 79 году дома, это кооперативные дома. Ага. Больше здесь никогда не заходили. Там получается Детская, спортивная. две детских, да? Две детские, да. Хоккейная коробка многофункциональная. Но самое главное, вот это парковочные карманы. Вот, точнее, парковка. Это вот и вокруг дома полностью заасфальтировали. Там Асфальт, наверное, был убитый, да? асфальт, я же говорю, с 79 года здесь асфальт не делали. 79 года. Это вот кустовые 8 домов. Вот ставками. Подъезды здесь нормальные делали? Нет, вы поручение давали, я письмо написал, чтобы на будущий год здесь вошел в капремонт подъезда. Замена окнами, окна не меняли здесь тоже. Вот, да, вон видно гнилые. Конечно, по идее, так-то сразу лучше бы один раз зашел, но так не получается. Да. Они ждут. Они ждут. Не раз обещали делать, а тут все-таки это... А вот это, вон, действительно гнилые, да, уже окна? Ни одно окно не поменяно здесь. Лифты в этом году, 4 лифта поменяли, и на будущий год еще будем менять. А вот туда дальше что? Вот за этим домом? Вот за этим домом школа, 22-я школа, прямо за этим домом школа 22-я, и проезд. А здесь парк, где-то дворы еще делаете? Делал выше делал, да? выше. А там внизу еще новые, наверное, да? Ну, вот внизу, где мы были, там еще дворы новые, наверное, да? Там дворы новые. Южный, Колгосов, нет. Там нормально, там более-менее, да? Там более-менее. В прошлом году проезды заасфальтировали, 4 проезда заасфальтировали полностью.
Следующий объект рабочей поездки главы Башкортостана Ради Хабирова по Уфе – строительная площадка физкультурно-оздоровительного комплекса детско-юношеской спортивной школы по гимнастике. Это тот самый центр, построить который президента России Владимира Путина попросила 7-летняя спортсменка из Уфы Дарья Крутько. Это было в октябре 2018 года, а в ноябре 2021 объект уже готовят к открытию. Ну, там будет гимнастика нарисована. Здесь вот их гостиница, вот здесь вот гостиница, вот Да. здесь будет, а вот здесь все игровая зона с этой стороны. Владимир Ильич, надо фасады хотя бы облагородить, а то напротив такой пейзаж. Но, Зато какие они красивые. а эти дома когда под капремонт? Ну, посмотреть надо по плану, по региональному оператору посмотреть. Но они все холодные. Все холодные, да? Все холодные, панельные. Вот до Батырски все дома жалуются по фасаду, по утеплению на, но они дорогостоящие утеплять. А сколько домов? Здесь порядка, наверное, 70 домов. Панельных. 70, да? Здесь все панельные дома. Рафич, а почему заехали сюда, в центр гимнастики? А я хотел посмотреть. Я на днях приеду со строителями, строительная готовность. Ну, просто душа радуется. Вот такой хороший объект мы вводим. В декабре введем, дай бог. Вот у нас будет очередной спортивный объект. Спасибо. Неплохо получилось. По пути между объектами рабочей поездки главы Башкортостана Ради Хабирова по Уфе незапланированная остановка. Аллея Сипайловской сосны на улице набережной реки Уфы в микрорайоне Сипайлово. В октябре 2019 года эти деревья вместе с главой Башкортостана Радим Хабировым сажал мэр Уфы Ульфат Мустафин, а также ученики и преподаватели лицея номер 155 столицы региона. Я вот сегодня езжу по Уфе, смотрю вот наши планы. Просто остановился на набережной Сипайлова и смотрю вот на эти сосны, которые мы посадили. Вот часть из них, понятно, не взошла, но основная часть зашла. Кстати, вот меня в Красногорске, говорят, добрым словом поминают, что я очень много в свое время сосен там засадил. Надеюсь, в Уфе когда-то тоже доброе слово скажет. Наверное, вы меня не помните. Кузнецов Игорь Александрович туризм башкирским руководил. Ух ты, здравствуйте. Вот. Да, все очень приятно. Хорошее дело. Вами горжусь. Спасибо. Ну, так-то, вон откуда как. Так это же вы тут сажали деревья, помните? Смотри, они-то выросли уже, они за это время, они уже на 50 сантиметров уже выросли. Это какой год был? 2 года назад. 2 года назад, они уже все, они, представляешь, через 5 лет, даже 5 лет, они в 2 раза будут больше где-то, они вот такая будет история. Рафич, с этой набережной обращений тут, конечно, очень много. Это следующий этап, пока еще не готово. Планы есть, но пока не знаем, как приступить. Спасибо.